Районный центр Микония, поселок Уснера, расположен на правом берегу реки Индигирки и со всех сторон окружен горами. Самая известная и видимая отовсюду – гора Юрбе. Ее высота – 2111 метров. Чтобы попасть на станции Нерского плоскогорья, Северной Киселяхи, нужно преодолеть реку. В пешей доступности от Уснеры Нильканский массив. На более поздних картах эти горы называют Таск-Ставет. Такое расположение поселка способствует развитию альпинизма и горного туризма, привлекает любителей горнолыжного спорта. В прошлом в этой долине силами геологов-энтузиастов был обустроен горнолыжный комплекс. Теперь одно из любимых мест отдыха уснерцев получает второе рождение. Горнолыжная база была основана в 80-е годы коллективом Верхнеиндигирской геолого-разведочной экспедиции. Успешно дети участвовали, занимались здесь, участвовали в республиканских соревнованиях, занимали призовые места, по России ездили. Потом в 90-е годы в ходе перестройки все у нас развалилось, домики поразломали гостевые. В 22 году наша семья, как индивидуальные предприниматели, оформили данную землю как туристическую, в рекреационных целях, восстановили домики, поставили новые. И занялись воспитанием спортивных как своих детей, так и всех желающих, кто приводит своих детей. Мы подготавливаем трассу, дети катаются, занимаются. В первую очередь мы видим нашу горнолыжную базу как спортивный объект, а уже во вторую как туристический. Естественно, наши дети и дети друзей, все желающие приходят, катаются, в том числе люди, интересующиеся, приходят, смотрят, тоже покупают экипировку, и это очень отрадно. В программе прошедшего зимнего фестиваля туризма «Путешествие на полюс холода» на склоне горы прошли соревнования по слалому и сноубордингу. В Уснере много любителей экстремальных спусков и среди детей, и среди работающей молодежи. Тем приятнее было услышать мнение гостей. Сегодня мне посчастливилось поучаствовать первый раз в жизни на соревнованиях по сноуборду. Это мой первый опыт в рамках фестиваля «Путешествие на полюс холода». Все очень понравилось, общее впечатление, просто здорово. Судьи очень компетентные, очень добрые, все подсказывают, рассказывают. Организация классная, были танцы, скоро сейчас будут игры. Конечно, были свои нюансы, тяжело где-то моментами. И так как это первое соревнование, все равно было волнение. А так, в целом, я прям очень рада, что я здесь нахожусь сегодня. И мне удалось испытать себя в таких соревнованиях. Мы здесь приехали первый раз на вашу горнолыжную базу. Очень рады, что нас пригласили. Трассы очень хорошие, то есть крутизна склона, протяженность. Единственное, не хватает маленько снега. Но в дальнейшем, надеюсь, что у вас появится снижение. То есть специально будет оснижаться трасса для улучшения качества. Поэтому на будущее надеюсь, что у вас будет прогрессировать горнолыжный спорт и сноуборд.
Очень красивые места, очень впечатляющие места, очень нам здесь понравилось. Долина Дракона, прям горнолыжная база очень классная, очень красивая. Нас хорошо встретили, добродушные хозяева трассы. Разместили, организация хорошая, молодцы все. Трасса понравилась, трасса была такая рабочая трасса была, пришлось поработать. Если все сложится как задумано, то эта точка притяжения любителей спортивного туризма и альпинизма еще долго будет радовать жителей и гостей района. Ну, планы какие? Планы в первую очередь электрификация данного объекта. Все это очень дорого. Мы находимся в 8 километрах от поселка Уснера. Вот. Ну и в последующем, конечно, постройка подъемников. На сегодняшний день мы имеем 2 ратрака, ими подготавливаем трассу, снегоходы, некое количество инвентаря уже обжились, мы приобрели. Ну, потихоньку движемся вперед. В этом году, в 25-м году, в 26-м году спасибо большое администрации района, Оконечникову Александру Савельевичу, который единственный глава, который действительно начал поддерживать этот объект. И он сам спортсмен и понимает нас, спортсменов, наши проблемы, наши тяготы и трудности. Вот. Мы здесь восстановили дорогу, сейчас она проездная, уложили трубы, чтобы не размывало дорогу. Ну, делаем и движемся в направлении улучшения и развития туристического бизнеса. На сегодняшний день мы являемся единственным объектом в поселке Уснера туристическим. Больше никого нет, кто предоставляет услуги в горах, домики, отдых, скалолазание, прогулки пешие, ну и, конечно, сноуборд и горные лыжи. Что такое скайранинг, молодежь района знает, но зимнее восхождение на скорость в этом году проводилось впервые. Желающих было достаточно. Несколько человек даже решили ночевать в палатках у места старта. В этом году впервые поднимались на гору Юрбе. У подножия Юрбе мы ночевали. Поднялись мы вечером 28 марта, и ночевали мы хорошо, вот, не замерзли, комфортно в палатке. А я была со своей подругой, зовут ее Валентина Афанасьевна Николаева. Сколько ей лет? 63. И она ночевала в палатке? Да. Здорово. Вы с собой очень много вещей тащили? И как это вы тащили? Больше всего у меня вещи были. Там кемпинговый стол, две раскладушки, ковры, полок для палатки. И саму палатку, и печку. Хорошо, комфортно устроились, с собой брали еду. Кушать там не готовили, а готовую еду брали с собой. Не страшно было? Нет, не страшно. Но у нас ночевало на леднике 5 человек. Романтичные, как бы тишина, спокойствие. Лучше, чем дома. Так, и ваши ощущения от восхождения? Первоначально мы взяли с собой воду, термос и теплые вещи. Первоначально было нормально, а в конце уже был подъем сложный. Чтобы везде под снегом камни были, валуны. И мы аккуратно поднимались, и чтобы не травмировать. Снега много было? Снега много. О восхождении нам рассказал организатор Евгений Кривошапкин. В этом году в рамках фестиваля «Полюс холода» впервые в поселке Уснера провели скайранинг на гору Юрбе. Записались 27 участников. Они поднимались на высоту 1500 метров. Первое место среди мужчин занял Николай Романов. Он работник
Уснерского аэропорта. Среди женщин первое место занял Ксения Язловская из города Хабаровск. Восхождение получилось очень интересным, очень много комментариев. Все участники остались довольными. Надеемся ежегодно такие мероприятия проводить. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего спонсора, группу компании СТК. Победителей встречали у финишной черты. О, поздравляю! Ну, расскажите про себя. Как зовут, как узнали вот про Skyrunning? Меня зовут Ксюша, из города Хабаровска. Приехала в Уснеру к тете. И у меня была мечта посетить просто Уснеру с 23-го года. А в этом году эта мечта усилилась. Мое желание, как вихрь, фиг его знает. Короче, я оказалась в Уснере. У меня есть братишка, который скинул программу и оказался Skyrunning. Я очень люблю бег, я марафонка, и поэтому мое желание совпало. Честно хочу сказать, в город я поднялась первый раз. Первый раз, никогда я в жизни не занималась ни Skyrunning. У меня нету ни палок, ничего. Я в рабочей обуви поднималась. Но я горжусь собой. Вот. О, поздравляем! И хочу сказать, вот такие люди попались, вот прям именно оказались те люди, которые нужны были. От первого до последнего человечка. От первого номера до 26-го, 28-го. Короче, все поддерживали друг друга. И самое главное, хочу сказать спасибо мужчинам, которые позади меня были, они мотивировали, чтобы я шла вперед. И впереди, кто занял второе место, Ян, я на него смотрела, еще ругалась, когда он останавливался, потому что он останавливался, и он меня... Мотивация прекращалась. Поэтому всем мужчинам тоже огромное спасибо, что они вот так вот вытянули девчонку на первое место. Надо сказать, что с каждым годом в район приезжает все больше туристов-экстремалов. По их предложениям, кроме летних категорийных, разработано и опробовано несколько зимних маршрутов. Среди зимних маршрутов я выделил следующее. Самый известный у нас в районе – это экстремальный марафон «Полюс холода» в Аймеконе. Этот марафон известен практически во всем мире. Ежегодно участвуют экстремалы, более 100 человек. Есть у нас в районе восхождения, например, восхождение на гору Афродита высотой 2060 метров. На восхождении участвуют опытные альпинисты, так как там зимой сложно подняться, требуется снаряжение и умение пользоваться снаряжениями. Для начинающих я бы порекомендовал, например, пик Якутск, это возле Ольчанского перевала, ее высота 1200 метров, она не требует особой подготовки. Есть лыжные походы на 100 километров, на чуть меньше, начиная с марта до ноября. Есть восхождение на скалы-киселях, где может участвовать любой желающий.